кажется, что вот эти отношения между писателями, они чрезвычайно важны. Они важны и сами по себе, они важны потому, что писатели, все-таки согласимся, они очень многое определяют в информационной политике своих стран, в идеологии своих стран, в культурной политике. И поэтому слово писателя, оно может сеять дружбу, может сеять вражду. К сожалению, обратных примеров мы тоже знаем немало. И вот Дом национальных литератур, как мне видится, да, его задача, чтобы сеять семена именно дружбы, а не вражды. А для этого надо, чтобы люди говорили друг другу. Не обязательно во всем соглашались. Все равно останутся какие-то споры, останутся какие-то противоречия, останутся какие-то нерешенные вопросы. Человечество обречено с этим жить. Но говорить друг с другом, пытаться понимать друг друга, да, уважать чужую точку зрения, принимать или не принимать чужие аргументы, но выслушивать их, это, мне кажется, очень важным и для писательского общения тоже. Кафедра, куда мы приглашаем талантливых людей из Беларуси, имеет огромный опыт. Вот когда из народов СССР мы стали европейскими языками, методические пособия, все материалы кафедры общего характера, они сохранились, их никто не выкинул и не вычеркнул. И когда, например, я начинала, я веду группу перевода с немецкого языка, начинала, первое, что мне принесли, это все документы, связанные с переводом вообще. Понимаете, потому что для перевода в некотором смысле не важно, это немецкий или это белорусский. Это первое, что это не сегодня мы придумали вот этот перевод, это десятилетия опыта. А второе вот что. Откуда брались в наши времена, в наши студенческие времена, вот эти группы? Это были, они назывались целевые группы, но тут дело даже не в цели, это были молодые люди, которые группировались вокруг союзов писателей в своих столицах. В общем-то, так как я понимаю, не все белорусы говорят на белорусском языке. И, может быть, то, что произошло на какое-то время отделение, это каким-то образом поспособствовало, с одной стороны, тому, что язык стал возрождаться, и многие, я как понимаю, что молодые люди стремятся знать этот язык. Это действительно еще раз такая проблема, причем эта проблема в некоторых странах вообще стоит гораздо острее. Вот скажем, Ирландия. Ирландцы не говорят на ирландском языке, они говорят на английском языке, хотя это отдельное государство, и вроде бы существовал когда-то язык такой. И однажды я помню, был в Уэльсе, а там идет какое-то подобие тоже борьбы за возрождение валлийского языка. Везде надписи на валлийском, это они такие очень длинные, и много согласных, там двен, по-валлийски написано, ниже по-английски стоп. У Ленинграде яшчэ я принес свои верши у часопіс «Нева». Верши были написаны на русской мове, и меня сустрэў Всеволод Рождественский. И Всеволод Рождественский сказал: мальчик, зайдите, пожалуйста, завтра, я посмотрю ваши стихи и скажу. И когда я пришел, он сказал: ну неплохие стихи, но почему они не на белорусском языке? Тому вот как раз я не скажу, что менавіта Всеволод Рождественский паспрыяў тому, что мои верши на белорусской мове, але тое, что вот засталося ў памяти павага до земли, повага до культуры, повага до той мовы, на якой, может быть, створали и писали Янка Купала, Якуб Колос и іншие, это от человека, от поэта амаль серебряного века, это было, так сказать, вельми приемно чуть.